Бекбусун Маратбек Улу, студент третьего курса. За учебу в год отдает 32 тысячи сомов. Около 2 лет он подрабатывал на 2 работах, чтобы оплатить контракт. Но с началом пандемии он нигде не работает. Все это время учеба переведена на удаленку. Только позволить себе платить за него он уже не может. Жить приходится на сэкономленные еще в тот период деньги. Сейчас студент в отчаянии, готов устроиться на работу куда угодно. Например, мы платим за обучение свыше 30 тысяч сомов, но ведь есть студенты, которые платят по 70, 100, а то и по 120 тысяч. Было бы хорошо, если студентам, у которых такие большие контракты, дали 20 или 30% скидку. Например, в одной семье могут быть и по 3-4 студента. Хотя бы один должен учиться на бесплатной основе. Все хотят учиться, после окончания вуза добиться успехов, но перед нами вот такая вот проблема. Из числа всех студентов около 60% молодых людей не могут погасить свои контракты за обучение. По закону, брать деньги университеты должны только в том случае, если они предоставляют какую-либо услугу студентам. И при дистанционном получении образования стоимость обучения подлежит перерасчету. Это связано с тем, что юноши и девушки, обучающиеся онлайн, нуждаются только в педагоге и интернете. А сам университет с его аудиториями и оборудованиями не используется. Во время пандемии все студенты, как мы видим, они перешли на онлайн обучение, дистанционное обучение, в связи с чем, соответственно, затраты должны были быть изменены. Возможно, в сторону уменьшения, в некоторых случаях, возможно, и не будет этого уменьшения. Но мы говорим о том, что есть права студентов. В соответствии с законом о защите прав потребителей, в соответствии с другими нормативно-правовыми актами, поскольку образовательные услуги являются некоммерческими, и тем более государственные услуги должны соответствовать себестоимости. Но вот ректор Кыргызского национального университета Канат Садыков категорически против такого предложения. По его словам, 80% годового дохода тратится на зарплату учителям. Если инициативу поддержат, то в первую очередь будут снижены зарплаты преподавателей. Это грозит развалом коллектива, специалистов, педагогов, которых собирают годами и без того с трудом удерживают в стенах вуза. Из-за эпидемиологической ситуации в стране 70% студентов не перечисляют оплату за обучение. Есть риск, что педагоги этого университета вряд ли получат декабрьскую зарплату. Это предложение, конечно, должно быть уравновешено с разных сторон. Если речь идет о сокращении оплаты за контракт, то вузы одновременно должны получить какие-то облегчения, связанные с оплатой коммунальных, выплатой налоговых каких-то сборов. В Министерстве образования заявили, что предложение о снижении платы за обучение для студентов рассматриваться не будет. С переходом университетов на дистанционное обучение расходы, говорят, наоборот, увеличились. Кроме коммунальных платежей, появились дополнительные для обеспечения бесперебойным интернетом. Для учителей были приобретены ноутбуки. После перехода на дистанционное обучение финансовые траты, наоборот, увеличились. Как вам известно, для качественного образования нужны были ноутбуки, хороший интернет. На это все были потрачены деньги. Даже программы, которые скачивали для онлайн-обучения, платные. Нужно учесть положение обеих сторон. Если поддержим требования студентов, то завтра качество образования покатится вниз. Вузы окажутся в еще более сложном положении, растеряют педагогов, и учить будет некому. Эксперты таки говорят, если студенты начнут платить меньше, то и образование будут получать соответственное. В настоящее время в вузах Кыргызстана обучается более 183 тысяч студентов, из них около 160 тысяч на контрактной основе. Кубат Хуанчбекулу, Турган Язов, НТС.